Кабинет министров планирует обсудить выделение средств Росавиации на субсидирование в 2021 году авиаперевозок с Дальнего Востока. Реализация проекта распоряжения позволит обеспечить доступность воздушных перевозок на Дальний Восток и в обратном направлении для граждан, проживающих в Дальневосточном федеральном округе, указывают в правительстве. Предприятие «Аэропорты Севера» прошло отбор на получение субсидий из федерального бюджета. Субсидия предоставляется предприятиям, находящимся в ведении Росавиации, доходы которых не покрывают расходы. Средства должны погасить кредиторские задолженности компаний и обеспечить их деятельность. Всего по результатам отбора победителями признаны 7 предприятий, расположенных в районах Крайнего Севера. Отметим, что «Аэропорты Севера» объединяет 31 аэропорт и 2 посадочные площадки в Центральной, Восточной и Арктической зонах Якутии и Магаданской области, 17 из которых находятся за полярным кругом. Предприятие занимается сохранением и развитием наземной инфраструктуры для авиационного обслуживания. Золотодобывающая компания «Селигдар» по итогам 2020 года произвела 7 тонн золота. Суммарный результат на 7% превышает показатели 2019 года. Как сообщили в пресс-службе компании, рост вызван 16% увеличением переработки. С учетом 45% роста средней цены на золото, компания на 60% увеличила выручку, которая составила 31,5 миллиард рублей. Однако за вычетом продаж благородного металла, произведенного по договорам подряда, данный показатель равен 27 миллиардам рублей. Кроме того, в 2020 году компания «Селигдар» вела добычу рассыпного золота по договору подряда в долине ручья Юрский в Якутии. В общей сложности на активе было получено 455 килограмм драгметалла. По данным Росгеолфонда, лицензия на данное месторождение принадлежит Нирунгану. 6% доли золотодобытчика принадлежит компании «Максимус» Константина Бейрета, который является одним из акционеров «Селигдара». Компания «Ятек» выиграла 3 аукциона и получила право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на северном, южном и майском участках, расположенных на территории Якутии. Как следует из тендерной документации, общая площадь превышает 43,5 тысяч квадратных километров. Суммарные ресурсы месторождений составляют свыше 359 миллиардов кубометров газа, свыше 21,5 миллиона тонн газового конденсата и свыше 64 миллионов тонн нефти. Срок заключения договоров на все участки 25 лет. Материнская компания А-Проперти профинансирует основной объем геологоразведки, что позволит ускоренными темпами нарастить разведанные запасы сырья. Правительство Якутии готовит проект указа главы региона о социально-экономическом развитии Якутска на 2022-2032 годы. Среди основных индикаторов социально-экономического развития столицы региона значится повышение коэффициента рождаемости, индекса качества городской среды, создание новых рабочих мест, ввод жилья, строительство дорог, обеспечение дошкольными и общеобразовательными учреждениями. По предварительным данным, на реализацию указа выделят свыше 100 миллиардов рублей, включая подготовку к столетию ЯССР и к 400-летию со дня основания Якутска. Иркутская нефтяная компания совместно с японской нефтегазовой госкорпорацией JOGMEC изучает возможность снабжения рынка Японии экологичным водородным топливом. Голубой аммиак считается одним из возможных видов топлива будущего, поскольку при его использовании не выделяется парниковых газов. Данный продукт можно хранить и перевозить с использованием инфраструктуры, требуемой для хранения и транспортировки сжиженных углеводородных газов. Отметим, что Иркутская нефтяная компания проводит геологическое изучение, разведку и разработку 51 участка недр на территории Иркутской области, Республики Саха-Якутия и Красноярского края. Более 130 предприятий Санкт-Петербурга с апреля по декабрь 2020 года заключили контракты на сумму почти 5 миллиардов рублей, направленные на развитие и освоение арктической зоны Российской Федерации. Поставка услуг и продукции из Санкт-Петербурга будет произведена во все арктические регионы страны. Напомним, городской комитет по делам Арктики и власти Якутии подписали соглашение о сотрудничестве и начали совместную исследовательскую деятельность на базе научно-образовательного центра «Север. Территория устойчивого развития». Это были новости экономики на Якутия 24. Выпуск подготовила Нургуяна Иванова.